Депутаты парламента единогласным решением проголосовали за ратификацию дополнительного соглашения между Абхазией и Россией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. В настоящее время более 8 тысяч граждан получают бесплатные лекарства и медизделия на общую сумму 50 миллионов рублей в год. Депутаты также во втором и окончательном чтении приняли законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами. Данный протокол предусматривает изменение порядка ввоза в Республику Абхазия нефтепродуктов из Российской Федерации и их декларирования. Действующий на сегодняшний день порядок предусматривал предварительное декларирование, в соответствии с которым каждый импортер, который возил российские нефтепродукты, в начале года заявлял квоту, которую он в рамках беспошлинного режима мог возить. На практике это могло приводить, и такие случаи тоже были, когда импортеры заявляли по максимуму квоту в пределах, которые выделяются в рамках соглашения, и один импортер может не завести эту квоту, и она останется не выбрана беспошлинная квота. Другой же импортер завозит квоту и, выбирая свою квоту, завозит сверх нефтепродукты и должен будет уплачивать вывозную таможенную пошлину, что приводит к удорожанию импорта нефтепродуктов. Сейчас же будет в рамках договоренности, то, что Министерство экономики, уполномоченного органа с абхазской стороны, Минэнерго с Российской Федерации, то, что утверждается ежегодная квота, и все импортеры, которые завозят нефтепродукты Российской Республики Абхазия, это фиксируется на таможенной границе, и кто бы не завозил, когда квота беспошлино будет преодолена, потом уже будут уплачивать соответствующие платежи. Народные избранники проголосовали за продление срока полномочий депутатов органов местного самоуправления. Предыдущие выборы в органы местного самоуправления состоялись 3 апреля 2016 года, и срок полномочий действующих органов истекает в апреле текущего года. В связи с проведением повторных выборов президента, назначенных на 22 марта, и в случае второго тура голосования дата может совпасть, поэтому полномочия депутатов местного самоуправления продлены до ноября текущего года. Депутаты парламента внесли некоторые изменения в законопроект об акцизах. Теперь все табачные изделия уравниваются, и на них устанавливается акциз 0,25 за штуку, а значит, любая пачка сигарет подорожает на 2 рубля 40 копеек. Во втором окончательном чтении с некоторыми изменениями был принят и законопроект о налоге на прибыль, который предусматривает исключение из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль денежных средств, безвозмездно передаваемых организацией и учредителями, участниками. Что положительно в данном законе, да? Если, допустим, учредители вносят свои денежные средства, если они не вносят их в учредительный и в уставный капитал, то они обязаны его обложить налогом на прибыль. Мы почему пошли на то, что для того, чтобы, если мы снимаем, да, вот учредители начинают носить денежные средства, и мы не облагаем эти денежные средства. Для чего? Это для того, чтобы привлечь сюда инвестиции. То есть учредители, у нас есть много СП, у нас есть много организаций с представителями нерезидентами Республики Абхазии, поэтому это послужит некой такой преференцией для привлечения денежных средств в Абхазию. На заседании сессии парламента на обсуждение были вынесены 2 варианта внесения поправок к Конституционному закону о выборах президента Республики Абхазия. Один вариант был предложен депутатом Ильей Гуния, другой – Валерия Магерба. После долгого обсуждения оба варианта поправок парламентом были отклонены. И в одном проекте, и в другом были очень разумные вещи, которые мы не услышали. И давайте готовиться к очередным неприятностям. Ведь всем уважаемым коллегам понятно, что в избирательном законодательстве касательно выборов президента много проблем. И эти проблемы надо устранять. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. К сожалению, сегодня это не произошло. Печально. В
первом чтении депутатами был принят законопроект о донорстве крови и ее компонентов. Проект закона регламентирует организацию заготовки, хранения, транспортировки и использования донорской крови. В целях поощрения и мотивации граждан к донорству крови и ее компонентов донор, сдавший кровь 10 и более раз, имеет право на бесплатное обследование общего анализа крови, глюкозы крови и уровня общего холестерина раз в полгода. Также донорам предусматривается денежная компенсация. В окончательном чтении был принят закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами. Законопроект представил депутат Астамур Логуа. Главное заключение следующее. В действующем законодательстве Республики Абхазия отсутствует понятие «публичный орган» и «публичный служащий», «публичные полномочия». Поэтому локальное употребление данных терминов, представленных в законопроекте, нарушает единство и тождественность их употреблений в разных уже действующих нормативно-правовых актах, что создает трудности в правоприменительной практике. После этого мы в данном отделе Народного собрания провели консультации и пришли к тому, что в будущем нам, безусловно, нам еще позавчера нужно было принять закон о государственной службе, но у нас его сейчас нет. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба отметил, что без внесения поправок в соответствующие нормативно-правовые акты закон останется только на бумаге. Принятие данного закона сегодня, сроки вступления, то, что вы предложили, на практике, вот как он именуется, закон о декларировании, есть опасность, что он останется просто декларацией, если мы не будем вносить изменения в соответствующие нормативно-правовые акты. В части уголовной ответственности, в Уголовный кодекс, в трудовое законодательство. Депутаты высказались за необходимость скорейшего принятия закона о госслужбе. Спикер Валерий Кварч установил максимальные сроки принятия данного закона до 30 декабря текущего года. На заседании сессии парламента были озвучены итоги работы депутатской комиссии по проверке работы паспортно-визовой службы МВД. По итогам проверок был выявлен факт незаконной выдачи паспортов. Депутатская комиссия по проверке работы паспортно-визовой службы МВД Республики Абхазия, обсудив после ряда проверок на местах ситуацию, сложившуюся в паспортных службах Абхазии, установила отсутствие контроля со стороны руководства паспортного управления МВД Республики Абхазия над процессом замены паспортов гражданина Республики Абхазия старого образца на новый. В том числе факты незаконной выдачи паспортов и временных видов на жительство гражданам, не имеющим на того законного права, материалы пересланы в Генеральную прокуратуру. Факты немотивированной задержки в получении паспортов нового образца. Факты отсутствия на рабочих местах инспекторов паспортно-визовой службы в районах, что приводит к образованию огромных очередей. Факты игнорирования запроса депутатской комиссии. Исходя из вышеизложенного, Народное собрание парламента Республики Абхазия постановляет считать работу паспортного управления МВД Республики Абхазия неудовлетворительной. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агарба подчеркнул, что на основании депутатского запроса Генпрокуратура проводит проверку по данному факту. После обсуждения депутаты приняли постановление, в котором рекомендуют министру внутренних дел отстранить начальника паспортно-визовой службы от занимаемой должности на время следствия. Алика Трапш, Тамас Чиковани, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.